Компании рекламировали, и по всему Казахстану она уже все знали про это. После Ақтөбе это в городе Алматы, потом Шымкент, потом Запад у нас идет Маңғыстау, Атырау. Постепенно почти каждой области открылись филиалы. В том числе в столице, да, нашей столице, в городе Нур-Султан. На уровне документов все было идеально. Тошки работали как швейцарские часы. А налоги закрывали все чисто. Таким образом он уже получал моментальные денежные средства, в дальнейшем которых он уже выдавал в качестве микрокредитов населению. И тут понеслось. Эту махину уже было не остановить. Для продолжения своей преступной деятельности хотел расширить свой преступный бизнес. Для этого он создал схемы, назывался, из 3 категорий состояла данная преступная деятельность, скажем так. Первая категория заключалась из вкладов, то есть у граждан принимал вклад, депозит, это по-нашему можно сказать депозит, от 30 тысяч до 30 миллионов тенге принимал. С ежемесячным вознаграждением на 35-40% обещал. По истечении определенного времени вкладчики получали свой первый транш. В целом в договоре было прописано, какое количество дивидендов получают вкладчики спустя 15, 30, 60, 120 дней и так далее. После чего вкладчики наглядно видят, сколько и когда они получают. Вторая категория заключалась в том, что в приеме автотранспортных средств по высшей рыночной цене, 30-40%, и, как уже говорил, продавались третьим лицам по заниженным ценам. Третья категория представляла из себя продажу недвижимости. Вкладчик закладывает свою квартиру, мы продаем ее быстро и дешево, и эти деньги шли в оборот. По сути, вся система держалась на траншах. А самым главным нашим козырем было время. Кроме того, для денежного вклада они разработали бонусную программу. Мысалы, мен салымшы болсам, ақшамды салам, мен үстімдегі салымшы агент дейміз ғой. Ол кісілер уже адамдарын тартты, сосын мен бір танысымды шақырам, жұмыстан бір танысымды шақырам, семьямнан біреуді аламын, уже ары адам болмадан уже туыстарын тартасың бәрін. Алло, Ерлан аға? Бұл пирамида жарылғанда, жаңа кісілердің бәрі материалдық шығынға ұрынады. Туыстығымыз бар, неміз бар, сол кісілермен қарым-қатынастарымыз үзіледі. Оның сыртында мына семьялар бұзылып атады. Жаңа кейде әйелі күйеуін айтып, ақша салшы деп, соңғы қаражаттарын салады. Среди вкладчиков есть люди, пенсионеры есть, которые последние свои пенсии вкладывали в эти компании. Есть люди, которые брали в кредит определенную сумму, хотели заработать, тем самым вложив в эту компанию. Есть люди, которые продавали свою квартиру, например, да, где они проживали, продавали эту квартиру, сами ходили, арендовали там комнаты или другие квартиры, а деньги вкладывали именно эту компанию. Хотели тем самым заработать, остались без ничего. Совесть? Да. Я считаю, грязных денег не бывает. Кто первоначально, в начале, когда создавался, кто вложил, например, продал машину, они, конечно, остались на аварии. Основную массу вкладчиков я даже в глаза не видел. Ну, вы же знаете, как это работает. Тянешь своих первых лидеров, так скажем, первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые ряды ты еще как-то более-менее знаешь и видел, а дальше уже хер пойми. Приходилось очень много делегировать. Деньги отлетали оттуда сюда, чтобы от вкладчиков не было претензий. Деньги любят движение, а здесь они двигались со страшной скоростью.
создали выгодный займ, выгодный займ. Потом, когда уже образовался у них долг перед клиентом, перед вкладчиками, потому что они, как я уже говорил, работали на минус себе. Уже дополнительный доход не было компании, поэтому, что перекрыть вот этот долг, они открыли ломбард 24, гарант 24 ломбард и стоит ломбард. Денежные средства эти компании, они перекрывали вот эти долги перед выгодным займом, чтобы претензий не было со стороны вкладчиков. Поэтому они с 2019 года до 2020 года они без остановки работали уже, и только вот в феврале 2020 года только вот закрылись. Пузырь уже собирался лопнуть, и мы это чувствовали. Нужно было просто сорвать куш и своевременно уйти, что мы и сделали. Пирамида закрылась в феврале 2020 года. Февраль, январь, декабрь, конец ноября, кто начал вкладывать, эти лица все остались без денег, основная масса. Вот эти. А эти деньги, которые они, конечно, присвоили себе. Поток денег шел с огромной скоростью. Было сложно контролировать и делегировать такие суммы. Мы ощутили, что пора. Я посмотрел на своего напарника, и мы поняли, что пора. Пора. Первое правонарушение выявили в феврале 2020 года, это в середине февраля, во время карантина как раз, да, это было, до начала карантина, например. Барлық облыстардың тұрғындарынан полиция арыздар түсе бастады. Бізді алаяқтар алдап кетті, мүлкімізден айырылып қалдық, үйлерімізден айырылып қалдық, автомашиналарымыздан айырылып қалдық деп. Облыстар өздерінде тіркеп қылмыстық істер қозғай бастады. Біз бұл жақта орталық аппаратта отырып анализ істеп отырдық. Барлық облыста орын алғаннан кейін, үлкен көлемде болғаннан кейін біз басшылықтың, министрдің нұсқауымен арнайы жедел тергеу тобын құрып Создали следственную группу, в состав которой входили более 100 человек со всех регионов. Из них около 30 человек был откомандирован именно в город Ахтубе, непосредственно место дислокации был город